Меня зовут Адам Костоев. Я работаю в игровой индустрии, и в то же время я преподаю в индустрии дизайна вообще. Вот. Я работаю в компании Intensiven, как сказал Бекхан. Вот одна из наших игр здесь крутится на фоне. Практически она платная, но я могу вам, если что, потом по ключу дать, если вам будет интересно. Сейчас, честно говоря, проблематично что-либо покупать в Steam из-за санкций, но в целом вы с нее сможете в нее поиграть без проблем. Вот. Что я хочу сказать? Вся картинка, весь визуал, включая спецэффекты, постановку камеры и так далее, это все моя работа. Я хотел максимально приблизиться к киношности. В итоге это дало свой результат. Мы получили несколько наград в Америке, мы получили несколько наград в Европе и в России в том числе. Были и финансовые призы, то есть мы принесли немало, так сказать, долларов в нашу республику из-за бугра. Так вот, приходила в игровую индустрию тоже с создания сайтов. Все начиналось с простого фотошопа, потом сайтами. В итоге я оказался в игровой индустрии и продолжаю развиваться дальше. Что я хочу этой мыслью сказать, что графический дизайн – это фундамент дизайнера вообще. Это как биология в хирургии. Вы изучаете биологию, а потом становитесь не в хирургии, а в медицине. Потом выбираете себе направление в медицине. Нейрохирург будет или костоправ и так далее. Так вот, через графический дизайн я оказался в индустрии игр. И сегодня об играх мы поговорим позже, на одном из следующих занятий. Сегодня я буду вам рассказывать о том, как получается дизайн. Это тоже очень интересная тема, потому что многие думают, что дизайн – это просто красота. Там, покрасил кисточкой и все, это называется дизайном. На самом деле, да, разные дизайнеры по-разному называют, что такое дизайн. У меня своя философия на этот счет. Я считаю, что дизайн – это исправление, решение проблем, скажем так. У вас есть проблема, вы ее решаете, и это все называется дизайном. Так вот, наведение красоты – это тоже иногда бывает серьезная очень проблема. Так, можно теперь слайд уже поставить? Вы узнаете много интересного на самом деле. Итак, многие из нас думают, что сначала красота, потом функциональность. То есть даже многие дизайнеры, это большая ошибка начинающих дизайнеров, они сначала пытаются сделать красиво. Красивый сайт, красивый плакат, визитку и так далее. Потом они пытаются оживить это все, вводя в это функциональность. Но это большая ошибка, на мой взгляд, да и вообще. Сначала должна быть функциональность, и только потом вы то, что получилось, пытаетесь подать красиво. На примере, например, автомобиля, да? Возьмите, например, Ferrari. Всем нравятся спортивные машины. Возьмем Ferrari. Уберем все от Ferrari, всю ее внешнюю часть. У нас остается только некрасивый мотор, колеса и вот эта вот вся ходовая часть. Никто не купит такую Ferrari. Чтобы Ferrari купили, она должна быть красивая. Так вот, сначала нужно собрать машину, которая будет ехать быстро, потом все это нужно красиво упаковать в то, что вы, в принципе, знаете, о чем я говорю. Следующий слайд. Китайское копье. Многие его в фильмах видели и так далее. Хочу именно ваше внимание обратить на вот эту вот часть копья, красные бахрома, которые висят в китайском театре, например, не в китайском театре, а в цирке, да, часто используют номера такие очень интересные с этими копьями. Так вот, эти бахрома, во всяком случае, я с самого детства я воспринимал их как что-то красивое. Знаете, просто повесил на оружие какую-нибудь красотульку и все. Но если так задуматься, какой воин будет идти на войну и украшаться там? В принципе, это последнее, о чем человек в таком серьезном деле подумает. Когда я стал копаться, я был очень удивлен. На самом деле эта штука, она имеет именно практическое значение. И только потом мы видим китайское копье с кисточкой на конце. Сначала функциональность. А функциональность какая? В бою все понимают, что копье будет в крови.
кровь постепенно начинает стекать по вашему шесту, и ваши руки начинают скользить по нему. То есть этим оружием уже будет очень неудобно пользоваться. Протирать и вытирать руки будет некогда. Так вот, эта кисточка имеет именно функциональную часть, она скапливает на себе всю эту жидкость, и она капает с нее. Недавно один из моих учеников сказал, что он даже читал про то, что у этой кисточки есть еще одна функция – запутывать врага. То есть вы когда размахиваете копьем, у врага не должно быть четкого понимания, где именно находится острие в данный момент, чтобы он не смог как-то защититься от него. Но даже если это так, суть все равно остается той же. Сначала функциональность, правильно? И только потом то, что мы видим, дизайн. Если вы сегодня начнете делать какую-нибудь китайскую историческую игру, вы туда будете вносить эти копии и будете их вот так оформлять, потому что это отдает древним Китаям. Это отдает древним Китаям. Соответственно, дизайн появился вследствие функциональности. Можно следующий слайд, пожалуйста. О, да, работает, отлично. Так вот, спортивные автомобили, возвращаемся к ним. На них очень много примеров можно объяснять на самом деле. У спортивных автомобилей есть такие просто сногсшибательные дырочки спереди и по бокам. Они мне очень нравятся. Если их убрать, получается какое-то мыло. Именно вот эти детальки, видите, у него в переднем бампере, в боках в автомобиле, даже рядом с боковыми стеклами есть вот эти выемки. Тоже очень интересная тема на самом деле. Оно, казалось бы, оно придает такую футуристичность, очень красивый вид спортивной машине. Да? На обычной машине такого обычно не бывает. Ну, спереди бывает, но в основном по бокам нет. Почему оно нужно? Как человек пришел к такому виду автомобиля? Ведь если человеку дали бы простор идти в любом направлении, он бы так ничего и не придумал. А мысль дизайнера хорошо проявляется, когда вы его заковываете в рамки. Все, ты ему скажешь, вот коридор, и в этом коридоре нужно что-то придумать. Больше вариантов других нет. Тогда у него пробуждается креативность. Все малобюджетные фильмы становятся культовыми, когда вам не выделяют какой-то бюджет. Кто смотрел «Последнего Джокера»? Поднимите руку. А кому понравилось? Сколько смотрели, столько и понравилось. Дело в том, что Джокеру выделили очень мало денег. Мало денег, вот тебе камера, снимай, что там тебе в голову взбрело. Конечно, он выстрелил. И боюсь, он за собой сейчас потянет целую DC-вселенную, как раз-таки в таком сеттинге, в таком стиле. Так вот, это как раз тот пример, когда у вас ограниченные ресурсы и время, и у вас включается креативность. Вы начинаете мыслить. Но если вас засыпят деньгами и дадут вам весь простор на свете, ничего дельного вы не придумаете. Поэтому, будучи дизайнером, умейте себя ограничивать, загонять в рамки. Ограничивайте себя по времени, по ресурсам, по месту, в общем, и так далее. Так вот, вот эти дырки, да, выемки, они называются воздухозаборщиками. И спортивный автомобиль, он, как правило, очень легкий. Он сделан из углепластика, чтобы он быстро с места разгонялся. Если он тяжелый, быстро. Слон с 100 метров, там, 100 километров за 3 секунды не наберет. Ему нужно разогнать эту массу. Поэтому спортивный автомобиль надо делать все легче и легче. Но когда он легкий, он может улететь просто от ветра, от собственной скорости. Чтобы такого не происходило, делают вот эти вот воздухозаборщики. Да, они так называются. И происходит вот такая вот штука. Воздух проходит через эти отверстия и прижимает вашу машину уже искусственно, не за счет собственного веса и гравитации, искусственно прижимает к земле, и тогда это самое обеспечивает сильное сцепление. Вас не уносит на поворотах и так далее. Вот почему нужны вот эти вот красивые штуки, которые я только что показывал. Не потому, что это красиво, это Lamborghini. Да, Lamborghini это уже аргумент, я понимаю, но тем не менее Lamborghini бы улетел и разбился бы. Так вот, они выполняют в первую очередь функцию прижимания машины к земле. Уже потом дизайнер решает, как бы их сделать покрасивее. Нельзя их просто вот так вот механически оставить на виду. Надо это все как-то по-красивому упаковать. В итоге мы сегодня имеем вид автомобилей плюс-минус вот такой вот, да. Все уперлось вот в эту аэродинамичность
И у всех машин есть вот это красивое лицо, узнаваемое, характер и так далее. Раньше машины были очень простые. Тут еще надо отметить одну вещь. Не работает теперь. Стоп, перескок. Вот, смотрите. Давайте тоже объясню. Вот это очень важная вещь. Обратите внимание, вы это будете замечать потом на каждом шагу. Когда у вас конструкция углообразная и происходит давление на часть, сейчас немного технического момента, да, казалось бы, я про дизайн должен был рассказывать. У вас давление, вся нагрузка происходит именно на узел, там, где у вас угол. Молекулы в этом углу будут испытывать наибольшую нагрузку. Вот здесь нет, здесь все нормально, спокойно. И там оно у вас сломается. Вот там, это ваше слабое место. Так вот, если у вас будет конструкция плавная, округлая, то разгрузка будет распределяться равномерно. И такая конструкция будет намного крепче. Это А. Второе. Б. Аэродинамичная. И в итоге последнее – это красивый будет дизайн. Поэтому все наши конструкции, все наши машины сейчас, особенно иномарки, они вот с такими плавными линиями, вы обращали внимание, да, аккуратные, это придает им еще и крепкости этим автомобилям. Могу в природе показать то же самое, например. Да? Всегда смотрите на природу. Если вы думаете, правильно ли я размышляю или нет, ищите в природе примеры. Так вот, яйцо. Обычная кривая третьего порядка, простая форма. Мы все можем разбить яйцо без проблем. Мы даже боимся их разбить, они очень хрупкие. Однако человеческий вес они выдерживают спокойно. Только за счет того, что я только что вам рассказал. За счет распределения нагрузки за счет кривизны формы. И машину тоже они могут выдержать, яйца. Да? Несколько лотков яиц, поставили на них машину, все, она стоит, без проблем. Арки. Кто видел арки в зданиях? Большие арки, соборы всевозможные, да, вот эти вот. Они появились, всем нам кажется, это вот средневековый стиль, да, красота, вот эти купола. Нет, на самом деле это не так. Большие своды, огромные крыши, они специально сделаны в таком виде, чтобы за счет вот этой вот формы камни друг друга, как клинья, упирались и удерживали друг друга. Если вы главный камень вытащите сверху, да, если захотите разрушить какой-нибудь собор, вот вам лайфхак, выбивайте главный камушек посередине, все посыпется. Оконные, дверные рамы, не рамы, а арки тоже. Все это раньше закреплялось за счет камней. Так вот, вот так создается дизайн от функции. Без комментариев, да? Это машина-убийца называется. Ни красоты, ни безопасности, ни функциональности. Зато дешево. Не, можно, конечно, улучшать, пожалуйста, апгрейдите, я не спорю. К мотору, честно говоря, у меня претензий нет. Мотор, он все равно под капотом. Но если вы из квадрата превратите его немножко в обтекаемую версию, да, чуть-чуть укрепите там, тут, то вполне может получиться крепкая конструкция. Лично я видел, как на 50 км в час эта машина пополам разрезается об столб или тонкое дерево. Можете в интернете загуглить. Пополам 50 км в час. Это как ускоренная ходьба для человека, для машины. 50 км это вообще не быстро. Ну, относительно не быстро. Я вас не призываю гонять, конечно. Так, едем дальше. Сейчас будет интересно. Внимание, вопрос всем знатокам. Максимилиан Абрамович Факторович или Факторович? Кто это такой? Я что-то услышал. Вот там, можно громче? Все правильно. Это ученый. Косметика названа в честь него Макс Фактор. В данный момент он как раз-таки исследует человеческое лицо, в частности женское, да, на факт симметрии. Он заметил, что чем симметричное лицо, тем оно красивее.
тем ровнее линий для нашего мозга. Так вот, косметика, даже помада в вашей сумочке появилась не просто так. Не просто так. Все это приходило через чуть ли не механический подбор на самом деле. А так, тени на глазах, помада на губах, в этом тоже есть своя функциональность. Это уже вы самостоятельно выучите, если вам будет интересно. Вы не найдете вокруг себя почти дизайна, у которого нет функций. Хлопок, одежда ваша, не просто так хлопковая. Хлопок выдерживает большое количество стирок. Бумажные деньги, они на 80% из хлопка. Кто стирал деньги в стиральной машине? Есть здесь такие? И что? Насколько вы стали беднее? Практически, да, ваши деньги уцелели, потому что хлопчатобумажные изделия. Это еще с Древнего Египта тянется технология разработки этого материала. Мебель в вашем доме тоже подбирается не просто так. Если она деревянная, или каменная, или железная, эти материалы, они крепкие. Не просто красивые, но крепкие. Природные материалы вообще крепкие, кожа тоже. Если вы сделаете что-то синтетическое, оно долго не проживет, сломается. Вот. Итак, теперь хочу рассказать вам о том, что если вы будете заинтересованы в IT, а я вам рекомендую, потому что, давайте так спрошу, вы берете на работу какого-нибудь помощника, назовем какую-нибудь вымышленную фирму, которая занимается чем-то вымышленным, и у вас два выбора. Один из них не знает IT, а другой знает, хорошо шарит в компьютерах. Но стоят они примерно одинаково. Это почти риторический вопрос. Кого вы выберете? Того, кто знает, разбирается в компьютерах. Отлично. Казалось бы, может быть, таксисты тогда спасутся от необходимости разбираться в компьютерах. Но нет. Разбираться в компьютере автомобиля надо. Разбираться в навигаторе надо. Скоро вообще все заполонит у нас электрокарами, и таксисты могут идти спокойно домой. Так что, может быть, останется работник, который разбирается в электрокарах, и он будет хорошую такую зарплату получать, но все остальные пойдут копать картошку. Хотя нет, там тоже будут роботы, скорее всего, но посмотрим. Так вот, все в ногу в IT. Теперь вопрос появляется. Как легко и быстро попасть в IT? Многие думают, это там сидят, на кнопки нажимают, вообще какие-то странные люди, компьютерщики эти. У меня для вас есть небольшой слайд, из 2 картинок, на котором я, наверное, объясню все разом. Так вот это код, и в нем есть ошибка. На C++, если тебе это поможет. Ладно, не буду вас томить. Кто нашел ошибку? Красавчик. 50. Там 50 ошибок на самом деле. Я специально испортил этот код. Честно говоря, я сам плохо понимаю, что там написано, но тем не менее мне подсказали, что там 50 ошибок. Это если вы в IT будете попадать через код. А теперь, кто первым? Кто первым? Можете кричать, в принципе, не обязательно руку поднимать. Кто первым скажет, в чем ошибка в следующем слайде? 1, 2, 3. Вот что мне удалось найти. Вот. Отлично. Нет, стул-то нужный. И может быть он даже красивый. Все правильно. Стул нужен для того, чтобы мы на нем сидели. Так, тихо. Давайте теперь снова тишина. Тишина. Я продолжу. Стул нужен, чтобы на нем сидели. Но иногда кто-то умудряется на нем даже покушать. Но суть все равно остается такой же. На таком стуле сидеть будет невозможно. Просто невозможно. Итак, вы почувствовали, что у вас уже есть задатки понимания правильного дизайна и неправильного дизайна. Это в вас вшито, это у вас от природы. Вы умеете выбрать одежду, вы умеете
выбрать красивую мебель, выбрать красивый дом, красивую машину. Вас нигде этому не учили, вы в школу для этого не ходили. Так вот, если попадать в IT, то лучше всего, самое быстрое, это через дизайн. Потом, будучи дизайнером, вы легко можете продолжить через код. Легкое веб-программирование и так далее, и больше. И, может быть, кто-то из вас даже откроет таланты. Я сам, хоть и дизайнер, на самом деле имею диплом программиста. К сожалению, не к сожалению, а, скажем так, факт таков, что я одновременно через две двери зашел. Кто знает, что такое квантовая физика, наверное, поймет меня, да? Сейчас. Так вот, в итоге я разбираюсь и в дизайне, и в коде, ну и в психологии. Вообще эти вещи, мне кажется, они прям неразлучные. Если вы дизайнер, вы должны знать немножко психологии, а чем больше, тем лучше. Если вы кому-то что-то хотите продать, например, условно говоря, то вы должны знать, как он это будет воспринимать, то, что вы делаете. Так вот, здесь у меня один шуточный интересный слайд, да, о том, что дверь в здании располагается на первом этаже, потому что так удобно. И первый этаж IT – это дизайн. Никто не будет через второй этаж заходить в дом. Я так думаю. Кроме некоторых. Кроме некоторых, да. Это наша боевая башня. У него, да, вы заметили, что у нее дверь на втором этаже именно парадная, если ее так вообще можно назвать, в боевой башне, парадную дверь. Почему эта дверь находится там? Ну и ок. Одно из. Так, в основном я слышу примерно один и тот же ответ, но суть: вы являетесь потомками очень умных людей. Да, врагу будет сложновато туда забраться, это одно. Но у них на первом этаже также хранились еще и запасы. Я очень долго занимался башнями по работе. И большие запасы хранились, провизия. Если вас будут как бы осадят, то вам будет чем питаться. Это раз. Второе, часто туда попадались пленники. Оттуда выбраться бывает очень сложно. Вот. Вы видели, да, на замках, на средневековых, вокруг бывает ров, где обычно там крокодилы, вода, вот это вот все. Мост, большая дверь типа моста, да, переходного. Та же функциональность. То есть вы создаете боевую башню, и она у вас не просто квадратная, она слегка такая вот под пирамиду, да, это дает устойчивость, потому что очень большие ветры на самом деле там в горах бывают. И эти башни до сих пор стоят практически под собственным весом, не потому что там такой крутой раствор, хотя раствор тоже имеет свои секреты, под собственным весом, и выбивать такие башни очень сложно. Да, пушек они уже не пережили пороховых, но тем не менее некоторые из них датируются очень, скажем так, ну, до 500 лет и, может быть, больше. Вот. Функциональность. Сегодня мы видим башни, и они, наши башни, чем-то отличаются от башен других. У них есть свой вид, свой характер, но все это появилось, потому что была сначала функциональность. Так вот, понимая все это, понимая, откуда берется дизайн, понимая, что у вас уже есть задатки дизайнера, признаете вы это или нет, вы можете легко войти через эту дверь. И товар, который будет отходить уже от ваших рук, да, он будет иметь преимущество перед другими товарами. Если на полке будут лежать ручки, то выберут вашу ручку. В данном случае ручка А. Я бы тоже взял Б. Почему? Да, вопрос простой. Потому что дешевле. Стоит сколько сейчас там? 5-10 рублей. Вот это стоит где-то 60-70 тысяч рублей на самом деле.
60-70 тысяч, до 100 тысяч рублей вот эта ручка стоит. Пеликан называется. Просто шариковая ручка, даже не перо. Дизайнер постарался. Тут, конечно, перебрал немножко дизайнер, да? Ручка, ее всего лишь надо было чуть-чуть покрасить и все. Но, видите ли, дизайнерская работа. Так что это уже совсем другая история, когда ваши вещи обретают статус искусства и начинают получать наценку сверху. Так вот, сейчас очень большое количество товаропроизводства в мире, во всем мире. Раньше товаров было мало, сейчас товаров очень много, производителей очень много. И что происходит на полках в магазине? На полках в магазине происходит вот это вот. Представьте, вы производитель одного из этих мониторов. Каковы ваши шансы на успех? Кто может спасти вас? Правильно, отлично. Теперь я чувствую, что я вас веду. Дизайнер спасет эту ситуацию, потому что мониторы у всех крутые. Да, подешевле менее крутые, подороже более крутые, но в целом отличиться очень сложно. Так вот, тут нужен дизайнер, чтобы спасал вашу ситуацию, чтобы именно ваш монитор покупали. Люди уже не покупают пылесос только потому, что он пылесос. Пыль собирает. Это раньше было так. Пришел, нам нужен пылесос новый. Вот берите, пожалуйста, все, пришли, поставили. Сейчас люди покупают вот такие пылесосы. Это называется промышленный дизайн. Это отдельная история на самом деле. Но тоже имеет место в нашей лекции. Так вот, раритет, наверное, музейный экспонат может быть максимум. Пылесос. Да еще пару функций сверху добавьте, мытье полов, там еще чего-то. И все. Его сметать будут с полок. Примерно, если он еще по той же цене будет. Ну ладно, чуть больше, хорошо. Вот это уже все. Так что кое-кто говорил, нам нужны айтишники. Есть такое знаменитое выражение. Я бы его сегодня перефразировал. Нам нужны дизайнеры. Нам нужны дизайнеры. Айтишники потом. Итак, на этом у меня все. Добавлю только, что я преподаю в Solvo графический дизайн и 3D-моделирование. И учу вас не только рисовать, но и зарабатывать деньги. Причем в очень жесткой форме. Прозвучало, конечно, смешно, но суть такая. К сожалению, буквально пару дней назад я бы добавил слайд с удовольствием. Да? Есть у меня дочь, ей 12 лет. Она заработала первую зарплату и накупила там себе всякой техники. Я к чему вообще? Это очень интересный пример. Я требователен к тому, чтобы вы начинали зарабатывать, а не просто красиво там рисовали. Так вот, я объясняю, как, почему, и тороплю вас. Курсы, которые в интернете вы видели, да, не буду называть те школы, которые длятся по 2 года, там на самом деле очень много воды и много неудобств. Я преподаю это все за 3 месяца, 3-4 месяца. Но у этого метода есть один минус. Не сомневайтесь, что я нормально объясняю. Здесь есть мои ученики бывшие, они вам подтвердят. Объясняю я вроде нормально. Есть единственный один минус. Когда вы учитесь 2 года, вы постепенно привыкаете к новым знаниям и инструментарию. Через 2 года, может, вы уже что-то начнете делать, но только через 2 года. Тут же я через 3 месяца вас снабжаю всеми знаниями вообще, какие, можно сказать, есть на сегодняшний день, и выпускаю. И у вас легкая непривычка. То есть вот я вооружен до зубов, а что со всем этим делать? Дальше я уже помогаю. То есть я продолжаю помогать своим ученикам, отвечаю на их вопросы, веду их практически. Кому будет интересно, Ислам потом расскажет после нашего выступления, кто досидит до конца, обязательно дослушайте. Там будет объявление насчет наборов и так далее, скидок и прочего. А теперь какие у вас вопросы насчет функциональности дизайна по моей теме? И насчет того, как дизайн меняет мир. А он, как я вам показал, мир как раз-таки и меняет вокруг нас. Пожалуйста.
Все очень просто. Как мы и говорили всю эту лекцию. Ты должен посмотреть и понять, в чем проблема вообще у этого дизайна. Вот есть какая-то штука, и она уже вроде красивая. Но по-любому у всего есть минус какой-то. У всего на свете есть минус. Мы не в раю с вами, поэтому минусы всегда будут. Вы ищете проблему, потом продаете решение проблемы. И все. В том-то и дело, что я вас учу не как дизайнеров, а как инженеров, социальных инженеров, которые умеют исправлять человеческие проблемы. Возьмем комара. Кто любит комаров? Ну, двое из... Так, чуть не сказал. Ладно. Двое здесь есть? Хорошо. Я с вами, будем втроем. Я тоже люблю комаров. Но, так как люди не любят комаров, кто-то придумал продавать москитные сетки, средства от комаров и прочие крема и так далее. Для кого-то комары – это доход, пока для вас это проблема. Вот о чем я вам хочу сказать. Берете проблему и решаете ее. Получаете за это свои деньги. Да, конечно. Так. Он вообще не будет мешать изучению Python. Вообще, если здесь есть какие-то заядлые программисты, сразу от лица всех дизайнеров на свете я вас очень прошу, прислушивайтесь к мнению дизайнера. Потому что если мы сказали, подвиньте, пожалуйста, на 2 пикселя влево, то лучше так это и сделать. Не ленитесь написать 5 строчек кода дополнительных, потому что все сломается. Никому не интересно, какой там будет мотор внутри Ferrari, как я вам говорил. Если Ferrari не будет красивая, то вы оба проиграете. И ни дизайнер не заработает, и ни программист не заработает. Поэтому программист, который умеет в дизайн, это вообще ценный программист. Если вы берете на работу программиста, и он умеет у вас дизайнить, хватайте его с руками и ногами. И дизайнер, который умеет немножко программировать, то же самое. Эти вещи очень взаимосвязаны, хотя можно работать и с командой чисто программистов, и чисто дизайнеров, но между ними вам все равно придется поставить дизайнера-программиста, кем я на самом деле являюсь в Intensible на данный момент. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Еще? Да? Так, смотрите, если издалека заходить, люди разные бывают. Почему мы платим инструктору по фитнесу? Руку поднимите, пожалуйста, кто знает ответ на этот вопрос. Почему мы платим инструктору по фитнесу? Чтобы он нас научил, как делать отжимания, правильно? Нет, неправильно. Мы и сами умеем отжимания делать. Да что там делать правильно? Это отжимания. Это я сейчас просто в лице отжимания говорю. Отличный ответ. Только добавлю сверху еще, чтобы он нас подгонял. Мы ему платим, чтобы он пришел, дал нам подзатыльник, и мы начали делать это отжимание. Иначе мы никогда не начнем его делать. Мы всегда будем мечтать начать в понедельник. Понимаете? Вот почему вы платите преподавателю по изучению дизайна или кода. Да, есть YouTube. Но, во-первых, в YouTube море всяких знаний, вы не знаете, в каком направлении, что изучать. А инструктор вас четко выставит на одну дорожку и скажет сначала вот это, потом вот это, и будет вас каждый день дергать и подгонять. Пройдет какое-то время, и вы заметите, что вы уже, оказывается, специалист. Иначе есть многие, сейчас многие себя увидят, которые думают, да вон же в Ютубе все валяется, и до сих пор ничего не добились. Правильно? Вот как оно работает. Будьте осторожны. Не думайте, что у человека должна быть очень сильная дисциплина, у нас ее нету. Поэтому мы платим человеку, который будет вместо нашей дисциплины. Таким вот образом, есть люди, которые пойдут в компанию, и там их просто будут заставлять изучать что-то. Вот завтра сдай мне, пожалуйста, функциональную первую страницу, как хочешь. И ты начнешь не спать, я не знаю, там кофе пить, у тебя глаз начнет дергаться, но ты к утру что-то решишь, или уволишь, или тебя уволят. Или ты не хочешь таких нагрузок, вы соберетесь командой,
И будете что? Будете опять разбредать. Один будет лениться, второй будет опаздывать, и опять ваша команда развалится. И третий вариант. Вы садитесь изучать, у вас мотивация, вы молодой, полон сил. Сейчас, завтра вот начну просто деньги зарабатывать. 2 часа, 3 часа, 2 дня, 3 дня, а потом все остывает, и вы опять начинаете искать себя. И, наконец, четвертый вариант. Вы заплатили инструктору, все, назад дороги нет. Он свои деньги отработает, уж будьте уверены, он вас не оставит в покое. Тем более, если это хороший инструктор, он вам сразу скажет: ты будешь меня ненавидеть к концу наших занятий, но я из тебя вылеплю человека-дизайнера или человека-программиста. Еще вопрос. Инструкторы для дизайнеров? Вот я твой инструктор для дизайнеров. Я тебя буду подгонять. Приходи только. Еще вопросы? Так, у меня не работает. Можно назад стрелочку нажать несколько раз? Все, сейчас. Вот этот вот? Так. Да. Отличный вопрос, и в этом вопросе даже частичка ответа была. Смотри, это на самом деле бесконечная история в рамках нашего существования. Да? Если бы каждый из производителей нанял бы хорошего дизайнера, и они бы все бы сделали красивый монитор, то обрати внимание вокруг себя, каждый сидит в какой-то собственной одежде. Никто не одевается одинаково, мы не близнецы. И всегда для твоего монитора найдется человек, которому ты прям угадал по вкусу. Всегда. Единственное, что получится, мы сможем максимально идеально разделить рынок поровну. Вот найдутся из 50 человек ровно 10 человек, которым нравятся желтые мониторы, ровно 10 человек, которым синие нравятся и так далее. Но такое не бывает. Это волнообразно. Иногда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает и так далее. А когда все выровняются, такое уже было во времена Ренессанса, когда художники рисовали картины. Кто знает, что такое времена Ренессанса, там начали появляться картины просто идеальные, фотореалистичные на самом деле. И художники стали терять работу, потому что все знали, как рисовать красиво. Все, дилетанты и профессионалы. И известные, знаменитые художники, они начали искать выход. И кто-то пришел к кубизму, кто-то к абстракционизму и так далее. Так появились вот эти направления искусства, которые сегодня очень дорого стоят. Таким образом, они выделились. И если все выровняется, то произойдет этап эволюции, и кто-то выделится первым. И опять начнется гонка. Это, в принципе, это уже даже не только в дизайне, это вообще вся жизнь так устроена. Все догоняют, потом кто-то выделяется, и опять все его догоняют. Так что не бойся застрять и оказаться без работы. И главное — развиваться. Каждый день, кто будет сидеть на своем старом, он окажется вот в той гвардии, которая позади оказалась. А все молодые, все более заинтересованные будут изучать и изучать новые современные технологии. Сейчас, например, появились нейросети, да, и все художники там кричат: «О, Господи, мы теперь потеряем работу, что нам делать?» Приноравливайтесь, пожалуйста. Нейросети — это хорошо, они вам обеспечат львиную долю работы, они за вас сделают, может, даже, если вы научитесь ими пользоваться. Потом, пожалуйста, добивайте работу, предлагайте. А не плачьте. А ведь многие сейчас плачут и сидят, думают: все, мне нужно теперь в тракториста переучиваться. Моя профессия мертва. Нет, не мертва. Еще вопросы? Я думаю, так вопрос все больше и больше. Давайте, наверное, последний ответ мой будет. Я не расслышал, можно громче?
Ну вот попробуй продать это. Пожалуйста. Попробуй это кому-нибудь продать. Я думаю, в этом ответе... Так неважно. Понимаешь? У тебя среди твоих покупателей будет 3 человека, которые шарят в коде, говоря на сленге. Вот они скажут: о, отличный код, я его беру. В остальном нет. Но если ты все это упакуешь в красивую картинку и скажешь: это Twitter, или это Instagram, или это Facebook, там, я не знаю, можно вообще такие слова говорить? Тогда, да. Если не будет дизайнера, то программист, скорее всего, будет еле концы с концами сводить. Ему будет еле хватать денег, если вообще он заработает. Создатели моторов не будут зарабатывать, если не будет тех, кто будет красивые машины делать. Нужны те, кто делает красоту. Я работал, сейчас маленькая отсылочка, да, мне довелось поработать в Москве на продажах. Да, я побывал на продажах, продавал телефоны. Я вообще залез специально в историю продаж, чтобы подтянуть свою психологию в продажах. И знаете, что самое интересное? Как бы я ни объяснял, что вот этот телефон очень крутой, у него крутая батарейка и там еще какие-то функции, камера, не камера, все равно люди выбирали красивый телефон. Дурацкий, дешевый или дорогой, но лишь бы он был красивым. А если у вас еще и внутри железо отличное, то это вообще будет бомба. Обратите внимание на Apple. Они внешне красивые, и внутри у них отличное, оптимизированное, мощное железо. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Все тогда. У меня все. Спасибо за внимание.